Здравствуйте, дорогие друзья! Доброго всем времени суток! Я приветствую вас на канале Просторами Якутии. Ну а у нас за окном вот такой вот серый осенний пейзаж. Сегодня будем жарить карасей. Ну а перед тем, как начать свой ролик, я бы вам хотел рассказать про поистине легендарную рыбу, которая вписала себя золотыми буквами в историю Якутии. Я бы вам хотел рассказать про якутского карася. Это золотой карась, подвид которого населяет озера Якутии, называется якутским карасем. Типичный представитель пресноводных озерных рыб семейства карповых. Высокое тело, темно-коричневая спина, золотистые округлые бока делают его вальяжным и деловитым на фоне остального рыбного мира. Значение этой рыбы для жителей Якутии трудно переоценить. Здесь карась всегда являлся одним из основных элементов рациона питания и зачастую на столе был более привычен, чем хлеб, картофель или тоже мясо. В торжественные дни карась и сегодня служит украшением праздничного стола. Ну а как же он хорош жареный на костре или в виде ароматной наваристой ушицы. То, что карась был основным рыбным блюдом на столах жителей Якутии и в давние времена, подтверждают археологические исследования, свидетельствующие, что еще в неолите люди, заселявшие территорию современной Якутии, широко использовали карася как продукт питания. Впервые карася из водоемов Якутии подробно описал знаменитый ихтиолог Федор Николаевич Кириллов во время экспедиционных научных работ в среднем течении реки Лены в 1948-1951 годах. В результате исследования морфологии карася Кириллов пришел к выводу, что карась, населяющий озера Центральной Якутии, относится к ранее неизвестному науке подвиду золотого карася. После этого карась из якутских водоемов был признан отдельным подвидом и стал называться якутский карась. Живет он как в пойменных, так и в материковых озерах, к кислородному режиму мало требователен и поэтому не переводится даже в самых заморных озерах. Следует отметить большую способность карася использовать во влажном воздухе атмосферный кислород, что в значительной степени облегчает работы по его расселению и перевозке в увлажненной траве или мхах, поскольку живучесть карася в таких условиях поистине поражает. При существенном понижении температуры карась способен впадать в анабиоз. Пищей карасю служат организмы планктона, водная растительность, детрит. Форма тела карася и окраска зависит от условий обитания и кормовой базы озера. Слабо упитанные особи имеют окраску от черного до светло-сероватого цвета, хорошо упитанные жирные караси красивого золотисто-медного цвета. Известны лечебные качества якутского карасика, используемые в нетрадиционной медицине. Например, желчь используют для лечения гастритов и импотенции. Уха оказывает иммуностабилизирующее действие, повышает защитные свойства организма, снимает головные боли, усиливает лактацию, лечит органы дыхания, детский диатез, бессонницу. В военное время местные жители жили практически только на нем. Да и в самые голодные годы тоже выручает только карась. Поэтому здесь к нему особое уважение. В Якутске даже поставлен памятник якутскому карасю. Во время Второй мировой войны в озере Ниджили добывалось около 700 тонн карася каждый год, что является абсолютным рекордом Якутии. Ловят карася в начале якутской зимы, обычно в ноябре. К этому времени на озерах уже встает крепкий лед, способный выдержать несколько десятков людей сразу. Называется такой вид лова мунха. Мунха в переводе на русский язык переводится как невод. Ну, на этом я, пожалуй, завершу свой короткий рассказ. Предлагаю перейти к теме моего видео и приготовить одно из самых распространенных, простых, но при этом одно из самых вкуснейших блюд – жареного карася. Желаю вам приятного просмотра. Поехали потихоньку. Такие вот карасики. Кстати, на моем канале есть ролик «Рыбалка на карася». Собственно, оттуда этот карась появился. Таз с водой. Много я мучился с чисткой карася. Тут в городе, в домашних условиях квартиры. Что я только не придумывал. И в пакете чистил, чтобы не летела чешуя. И в ванной чистил, и в раковине. Потом забиваются, соответственно, сливные трубы там и так далее и тому подобное. И пришел к такому решению. Таз с водой. Опускаю карася в таз и прямо в воде его чищу.
Все. Ничего никуда не летит. Все вокруг чисто. Ну, бывает там вылетает чуть-чуть. Но в целом не надо ничего потом никуда выбирать, никакую чешую искать, отмывать. Просто таз сливается со всеми вместе. Кишками, там, чешуей и так далее и тому подобное. Очень легко и удобно. Видите, все в воде, чешуя там же остается, туда ничего не вылетает, не отлетает. Самое трудное место для чистки вот здесь вот у него, там очень плотная чешуя. Когда там чистишь, постоянно отлетает чешуя. Чуть-чуть дольше, конечно, этот процесс занимает, чем чистить, ну, к примеру, на разделочной доске или на газете, потому что резких движений не поделать. Ну, то есть, если вот так работать ножом, вода может просто выплеснуться. Поэтому движения более медленные. Может быть, у кого-то есть еще какой-то более эффективный способ чистки карася. Напишите, пожалуйста, в комментариях, может быть, ссылочку на видео. Буду благодарен. Все, карась почищен. Ну все, друзья, почистил я карасиков. Теперь нам нужно извлечь из них желчь, чтобы при жарке карась не был горьким. Я ее никогда не ищу, потому что карась небольшой, она мелкая, и я ее просто, не вижу, найти не могу. Поэтому я удаляю все внутренности вместе с прямой кишкой и так далее сразу же полностью. Надрезаю где-то в районе 3-го ребра. И полностью все это дело в таз. Все, карась готов. Вот так со всеми. Карасик с икрой. Дочь моя очень любит икру. Карась этот, кстати, именно на этом озере он тиной не пахнет. Поэтому мы из года в год, я на других озерах даже не рыбачу здесь в окрестностях города Якутска. Только на этом озере мы рыбачим, потому что карась там очень вкусный. Не пахнет ни тиной, ни чем-то другим. Размер у карасика, это яйца на ищу 40, сети на 40 стояли, 40-ки. Карась не крупный, но на этом озере крупного карася просто нет. Мы пробовали ставить и на 45 сети. Даже один раз пробовали на 50 ставить, но, к сожалению, там крупного карася нет. Ну, собственно, кто-то и не любит крупных карасей. Костлявые они. Так, ну и для того, чтобы здесь в спине очень много мелких костей, которые втыкаются в горло, и потом корочкой и не корочкой нужно это все оттуда удалять. Для этого, для того, чтобы они
прожарились, выжарились эти кости, делаем такие надрезы. Стараюсь достаточно часто их делать, чтобы не осталось мест, где кости мелкие могут остаться. Ужариваются они в таких небольшого размера карасях практически все. То есть можно спокойно кушать и не бояться за то, что подавитесь косточками. Вот такие надрезы получаются. Практически до хребта разрезаю, то есть вот здесь уже хребет. Ну, то есть пока нож упирается, пока не упрется он в хребет, можно надрез продолжать делать. Все, друзья, карась готов к жарке, так сказать. Чуть-чуть черного молотого перца я добавляю. Немного, чтобы не остро было. Так, хватит. Посолю. Потом при жарке еще немного соли в муку добавлю. Все, карась готов. Чистил я его днем, жарить буду вечером на ужин. Все, до вечера, вечером увидимся. Друзья, здравствуйте еще раз. У нас наступил вечер, а это значит, что пора жарить карася. Заранее я приготовил смесь, мука, соль и перец черный немножко. Разогреваем масло. Масло разогрето. И начинаем жарить карасей. В муку и на сковородку. Думаю, 4 штучки как раз войдет. Вовремя перевернуть в другую сторону. И обжарить с другой стороны. Первая партия готова. Масло, думаю, сейчас нужно будет поменять, поскольку мука горит. Эта горечь нам не нужна совсем. Вот такие карасики. Поменял я масло. Использованное я слил. Посмотрите, выгоревшая мука черная. Со свежим маслом будет лучше. Все, закладываем вторую партию.
Вторая партия готова. Сейчас я еще раз поменяю масло. Это уже черная мука выгоревшая. И запущу крайнюю партию. Сковорода чистая. Остатки муки я бумажными полотенцами убрал. Заливаем масло. Все, пошла заключительная партия карасей. Третью партию переворачиваю. Третья партия тоже готова. Все, друзья, караси готовы. Желаю вам приятного аппетита. По моему мнению, карась самостоятельное блюдо, которое никаких гарниров не требует, разве что вот салат из свежих овощей и приправленный крымским ароматным маслом. Икра просто бомба. Якутский карась не пахнет тиной, так же как карась где-нибудь в средней полосе России, поэтому он сладкий, вкусный. Очень полезная рыба. Ну все, друзья. Ну, я ж спотел. Всем приятного аппетита. Подписывайтесь на канал, кому понравилось. Пишите в комментариях свои рецепты, как у вас карася готовят. Ну, а мы поужинали. Все, всем пока.